Чем опасны заброшенные боксы? В них обитают бездомные, туда часто заглядывают сборщики металлолома, а разбираться с последствиями приходится компетентным органам. Подходи, налетай. Подходят, бывает, что кто-то уходит мимо, которые и приберут. Мед, колбасы, мясо, сыры, овощи и фрукты. Производители представили товары на любой вкус. Аферисты работают без перерывов и выходных. По телефону ни в коем случае никакие данные не передаете, хорошо? С начала года альметьевские правоохранители зафиксировали более 300 случаев мошенничества. Каток прямо на водной глади, мастер-классы по зимней рыбалке, гастрофестивали и массовые битвы снежками. Когда люди с семьями ездят друг к другу в гости, чтобы они запомнили Альметьевск не как очередная елка из соседнего города. Какой будет зимняя программа Альметьевска? В эфире новости Юго-Востока Татарстана, в студии Тимур Туманов. Здравствуйте. Территория гаражных кооперативов снова в зоне внимания. На этот раз пожарных. В промежутке между 12 и 13 часами в диспетчерскую пожарной охраны поступило сообщение о пожаре. Очевидец указал район пересечения улиц Шевченко и Джалиля. На видео, которое прислал нам наш подписчик, видно, как столб черного дыма поднимается из-за гаражей напротив авторазвязки. К тому моменту на место происшествия уже прибыли огнеборцы. На локализацию, а затем и на ликвидацию возгорания у пожарных ушло чуть больше 20 минут. По словам местных жителей и владельцев соседних боксов, сгоревшее помещение было давно заброшенным, и его облюбовали бездомные. Это, по их мнению, и могло стать причиной. Более точную версию предстоит установить дознавателям. К другим новостям. В Альметьевске прошла первая сельскохозяйственная ярмарка нового сезона. На торговой площадке собралось больше 50 сельхозпроизводителей. Мед, колбасы, мясо, сыры, овощи и фрукты. Представили они товары на любой вкус и цвет. Каждое предприятие и предприниматель с Юго-Востока Республики представили свою продукцию. Картошка, морковка, все есть. Вот, смотрите. Ярмарка в этом году собрала больше сельхозпроизводителей, чем в прошлом. Вместо привычных 30-35 участников в 2023 сезон открыли больше 50. Крупные агрофирмы и предприятия пищевой промышленности, частные предприниматели и малые кооперативы. Нашлось место всем. Юго-Восток представляли Альметьевск, Бульма, Лениногорск. Самые далекие гости приехали из Черемшана, а где-то посередине был Нижнекамск. У последних торговля шла так бойко, что за продавцов отвечали покупатели. Вкусная? Очень вкусная колбаска. Вы попробовали, молодцы. Спасибо, мы с удовольствием идем. Мед, колбасы, сыры, овощи, фрукты, мясо и молоко. На каждого купца найдется свой товар. Как видите, люди подходят, бывает, что кто-то уходит мимо, которые и приберут. И те, кто это мясо взяли, сократили запасы местного мясокомбината на 90 килограммов говядины из 300 заготовленных. Несмотря на сеть магазинов едва ли не по всему городу, крупные производители хотят максимально расширить рынок сбыта. Это же дополнительная реклама. Как бы ни был, человек приходит в магазин определенный контингент, определенный микрорайон. А здесь люди все ходят. И я надеюсь, что у нас добавятся еще покупатели. Из представителей альметьевской пищевой промышленности на ярмарку пришел еще один постоянный участник – местный молочный комбинат. Для них выход на ярмарку и традиция, и не лишний повод увидеться с покупателем. Люди, пожилые люди не могут до магазина доехать. Они очень рады и ждут каждую неделю, когда люди прям спрашивают, что хотят здесь. В прошлом площадка для сельхозярмарок располагалась в глубине рынка. Вход ее смотрел на улицу Аминова. И там торговля шла бойко с самого старта и до закрытия. Но новое место, по замыслу организаторов, должно охватить максимально широкий круг потребителей. Здесь лучше логистика, лучше видно с дороги, а живая музыка лучше любого зазывала и привлекает потенциальных покупателей. Даже те, кто просто шел мимо. Но нашлись и недовольные. В нашем телеграм-канале подписчики обращали внимание организаторов на то, что последним можно было сделать выбор и пошире. Ярмарка только название. В основном согнали продавцов с рынка. Им всем предлагали это. Страшное мясо, капуст практически нет. А какая есть, не для засолки. Было очень мало. Морковки нет. Картофель только и был. И да, и молочная продукция альметьевского комбината. Стыдно называть это ярмаркой. А еще один подписчик посетовал на то, что на ярмарку не заявились грибники. Пусть и не в ассортименте, но грибы все же были. Пусть и консервированные. Ярмарки этого сезона, как и предыдущих, продлятся до первых серьезных холодов.
От одной осенней темы к другой. В Бавлак в самом разгаре уборка осенних листьев. В этом году объем работ внушительный. Это связано с тем, что деревья начали сбрасывать листву одновременно. Бригада управления по благоустройству, начиная с конца августа, в 4-й раз выходит очищать улицы от сухой растительности. Галина Воченникова в сфере благоустройства трудится более 10 лет. В эти дни со своей бригадой она занята на сборе опавших листьев. Женщина говорит, работы в этом году достаточно. Листопад нынче обильнее обычного. Листьев много, собираем, но легко, не мокро. Погода хорошая. Листву озеленители убирают вручную при помощи клеенки, загружают в тележку трактора и готовят к вывозу. В городе ее не сжигают, запрещено законом, а отвозят на полигон, где листва и перегнивает. За день техника делает до 5 рейсов. 6 человек у нас, считай, один на этом принимает вот листву, и вот девчонки двое на клеенке, да, и одна заметает, другие кучи делают листвы. У нас один человек идет вот с обдувом, окучивает листву. Так удобно уж, быстро получается, да. Листья убираются на тротуарах, на придорожных газонах, в общественных местах, а также на проезжей части. В городе надо убирать, она же это с мокрым снегом, и это дождем слякоть превращается, грязно будет. А так и это в лесу можно уж оставлять, это в саду можно, наверное, удобрение будет. В уборке листвы озеленителям каждую осень помогают и школьники. К примеру, в парке по улице Горюнова трудились учащиеся гимназии номер 4. У каждого учебного заведения есть закрепленные территории, и в рамках трудового воспитания мы ежесезонно, это осень, весна, в это время мы всегда ведем уборку по закрепленным территориям. Детям это нравится. Уборка листьев в городе продолжится до первых холодов. А пока бавлинцы могут наслаждаться прогулками по паркам. Согласно прогнозам синоптиков, нас ждет аномально теплый октябрь. Айгуль Диатульна, Булат Ниязов, новости Юго-Востока. С начала года альметьевские правоохранители зафиксировали больше 300 случаев мошенничества в районе. Аферисты пользуются проверенными схемами, которые уже должны были стать достоянием общественности, но доверчивые граждане выводов не сделали. Ваш родственник попал в беду, переведите деньги на безопасный счет – это далеко не полный перечень того, что используют махинаторы в работе. С недавних пор телефонные мошенники начали вербовать население на порчу гражданской инфраструктуры. Чтобы донести профилактику из первых уст до каждого, правоохранители и народные дружинники делают поквартирные обходы. В WhatsApp, кстати, тоже видите. Бывает так, что с номеров знакомых номера арендуют. Вот, допустим, тебе этот номер знаком, пишет сообщение, на самом деле это не он, да? Так проходят вечера у полицейских и дружинников. Вместо того, чтобы после трудового дня идти домой, они выходят в профилактические рейды. Звонят, просят вас перевести денег о том, что ваш близкий попал в беду, либо какой-то следователь, просит вас какие-то реквизиты назвать, пожалуйста. По телевизору рекламируют. Да. Такие беседы не ведите. Ваш родственник попал в беду. Самая ходовая преступная схема. Мошенники выбирают для нее чаще старшее поколение. Но обману все возрасты покорны. Те, кто моложе, чаще сами идут в руки мошенников, желая получить быстрый и стабильный доход, не вставая с дивана. Очень много людей переводят деньги мошенникам, понимаете? Вот, поэтому, если вы хотите какие-то банковские переводы осуществить, вы лучше идите непосредственно в банк. На этот раз стражи народного спокойствия выбрали для обхода 60-й дом на улице Тельмана и его двор. Счет домов, которые они обошли с весны, плавно движется к 200. Из-за всплеска мошеннических преступлений в марте 2023-го перед правоохранителями встала серьезная задача – провести профилактику населения. Способ выбрали проверенный – поквартирные обходы. Быстро собрали отдельную народную дружину с прицелом на профилактику афер всех мастей. По словам полицейских, спада такой преступности пока не предвидится. Мало того, что рабочие схемы редко дают осечки, так некоторые граждане сами норовят угодить в сети аферистов. По телефону ни в коем случае никакие данные не передаете, хорошо? Только за прошлую неделю доверчивые граждане принесли мошенникам чуть меньше 1 000 000 рублей. Сегодня исполнилось 16 лет со дня образования акционерного общества «Татмедиа». Компания объединяет 98 районных, городских и республиканских газет, 17 журналов, 19 телеканалов, 14 радиоканалов, 81 интернет-сайт и информационное агентство «Татаринформ». По всей республике создано 66 филиалов, в них трудится 1642 сотрудника. Один из филиалов работает в Альметьевске. В него входит телеканал ЮВТ-24, газета «Знамя труда» и «Альметта Нары» и 3 сайта. И сегодня вся Россия, все регионы России изучают опыт Татмедиа, приезжают, смотрят, как строить жизнь, как ее развивать.
И это самое ценное, что это было правильное решение, и за этим будущее. В честь даты мы решили поинтересоваться мнением горожан. Спрашивали, интересуются ли они новостями и откуда чаще получают информацию. Интересуетесь новостями? Смотрите? Да, смотрю. Вы вообще интересуетесь новостями? Бывает. Вы интересуетесь новостями? Конечно. Ну да. А где больше вы потребляете? Читаете, смотрите? Смотрим. Телевизор? Да. Что все-таки перевешивает? Телевизор, газеты, радио? Телевизор день и ночь сижу. Я смотрю только телевизор, умираю. И в интернете, и по телевизору. Что больше? Ну, больше, наверное, по... Ну, нет, я по ТВ. В интернете. В интернете? Да, только не в телевидении. А как считаете, хорошо, что в наше время есть разные источники информации? Очень, все информации люблю. Конечно. Почему? Ну, можно сравнить достоверную информацию с недостоверной информацией. Как говорится, с желтой прессы. И сделать выводы. Кто говорит правду, а кто говорит не совсем. Что-то все-таки перевешивает. Интернет, газеты для вас, телевидение? Телевидение. Телевидение все-таки как первостепенный источник информации? Ну да. На страницах газет «Знамя труда» и «Альмет Таннары» настоящая жизнь Альметьевска с успехами, достижениями, проблемами жителей города. Нас выбирают более 3600 читателей в Альметьевске и Альметьевском районе. Подписывайтесь и вы. Это можно сделать в любом отделении почты, а в редакции можно оформить альтернативную подписку. И это дешевле. Газету в таком случае будут доставлять в пункт выдачи возле вашего дома. Офис редакции расположен на улице Пушкина, дом 64. Подробности можно узнать по телефону 44 05 88. Главные события города, района и всего Юго-Востока Республики есть на нашем сайте. Если хотите оперативно следить за свежими новостями, подпишитесь на наш телеграм-канал. Предложить тему для выпуска можно, написав нам в WhatsApp. Это еще не все новости. Вернемся после короткого перерыва и вот о чем расскажем в следующей части. Каток прямо на водной глади, мастер-классы по зимней рыбалке, гастрофестивали и массовые битвы снежками. Какой будет зимняя программа Альметьевска? С начала сезона в Альметьевске с участием самокатчиков произошло 4 ДТП с 4 пострадавшими. Что нужно сделать, чтобы нарушителей и пострадавших стало меньше? Не прошло и недели, как в Альметьевске появилось новое ведомство – дирекция общественных пространств. В минувшие выходные прошли первые общественные обсуждения. Какой будет зимняя программа в городских парках и скверах? Активные горожане и урбанисты обсуждали не оформление улиц, а наполненность их активностями. Все, что можно сделать из гирлянд светящихся, хорошо бы сделать. Ну, то есть я не про то, чем надо заниматься сегодня, а как это реализуется обычно. Если с новогодним оформлением города все более-менее понятно, чем больше гирлянд, тем лучше, то вот с наполнением его событиями не все так просто. А зимой это сделать труднее, чем летом. Вопросы безопасности, это и вопросы содержания возникают, и ряд других моментов, которые необходимо, так скажем, оперативно вмешиваться. Темой оформления 2022 стал год педагога и наставника. В Альметьевске, как и в других городах Юго-Востока, решили обыграть в городской среде более традиционные для нефтедобывающего края предметы: химию, физику, математику. После новогодних каникул иллюминация на склад не отправляется. Некоторые объекты и до сих пор остаются на своих местах. Например, по многочисленным просьбам горожан, сеть из ламп на улице Ленина теперь горит круглый год, как и фигуры, стоящие на каскаде прудов. В период новогодних праздников, когда люди с семьями ездят друг к другу в гости, чтобы они запомнили Альметьевск не как очередная елка из соседнего города, а чтобы это было изюминкой нашего города. У нас так достаточно достопримечательностей, но мы хотим еще и сделать это тепло и по-домашнему. Участники вместе с модераторами разделились на 4 группы: оформление, крупные события, сообщества и коммуникации. Пример, как можно совместить городские сообщества и общественные пространства, привезли старшие коллеги из Казани. Мы начали работу с шахматным сообществом Яратам Чес города Казани. Они пришли к нам с запросом, сказали, что им негде играть. Город большой, но им никто не предоставляет площадки. Вот, мы начали делать с ними шахматные турниры в парках. О том, как шахматный клуб вписывается в инфраструктуру, можно почитать в их телеграм-канале. И если говорить о каналах, то поиском универсального средства связи между площадками, горожанами и новым ведомством озаботились участники за столом коммуникации. Сейчас это телеграм. Если мы говорим больше о новостях, анонсах, таких вещах. Если больше о каких-то говорим статьях, более глубинных материалах, то, наверное, ВКонтакте. Ну и
какого-то фото-видеоконтента, возможно, YouTube. Чуть больше часа потребовалось участникам, чтобы прийти к общему мнению. Городское озеро, по мнению горожан, самое обделенное праздничной атмосферой общественное пространство. В списке желанных активностей каток прямо на водной глади или мастер-классы по зимней рыбалке, гастрофестивали и массовые битвы снежками. А за появлением новинок можно следить в телеграм-канале ведомства. QR-код на экране. Заинск отправил военнослужащим очередную партию гуманитарного груза. Отправка традиционно состоялась от памятника воину-освободителю. Что приготовили на этот раз, знает Елена Маврина. Они в отпуске. В очередной партии гуманитарного груза все, что было собрано по заявкам военнослужащих. Стройматериалы, буржуйки, бочки, огромное количество мешков и коробок, которые собрали для своих ребят жители города и района. Отправились на фронт также и личные посылки от семей военнослужащих. Каждый раз отправляем личные посылки по 10, по 13 штук, потому что муж на передовой, и хочется, чтобы он получал все необходимое. Все это повезет водитель большегруза Виталий Софин. За его плечами уже десяток таких поездок. Знает каждый километр пути. Езжу, потому что там всех знаю, поэтому езжу. Вот все знакомые, все друзья. Я уже знаю там, где что, где встать можно, где нельзя стоять. Вместе с посылками в зону проведения спецоперации едут письма и рисунки от заинских детей. Таким весточкам с родной земли. Там особенно рады. А еще сейчас с каждой отправкой ребятам доставляются и районные газеты. Сейчас с каждым гуманитарным грузом на передовой отправляются свежие выпуски газет «Новый Зай», «Заев и Клары». В этот раз туда поедут 2 вот таких больших пачки на русском и татарском языках. Выпуски полностью посвящены защитникам Отечества. Журналисты Заинск-Информ очередной номер района газет «Новый Зай», «Заев и Клары» полностью посвятили специальной военной операции. Подготовили спецвыпуск газет на русском и татарском языках. Вот эта тема мобилизации, тема СВО, тема патриотизма, она практически постоянно в наших материалах. Мы никогда так много об этом не писали, как сейчас. И я хочу сказать, что мы туда вложили всю нашу душу, все сердце, чтобы они видели, чтобы они понимали, что мы их помним, мы их ждем, мы про них пишем. Это специальный выпуск газеты «Новый Зай», «Заев и Клары», который полностью посвящен СВО и мобилизованным. Спасибо большое. Провожали очередную партию от памятника воину-освободителю. Это место стало уже символическим для этого мероприятия. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Юго-Востока. С начала велосамокатного сезона в Альметьевске с участием пользователей СИМ произошло 4 ДТП с 4 пострадавшими. Средства индивидуальной мобильности уже стали частью повседневности для горожан. А вот правила дорожного движения не то что учить, читать хотят не все. Педагоги в погонах вышли в очередной тематический рейд. Выбрали они для этого один из самых спорных и интересных с точки зрения действия ПДД участков города. Что это за участок и чем он так интересен, узнаете в сюжете. Первый штраф получаю. Автоинспекторы добавляют, если правила не соблюдать, то далеко не последний. На этот раз стражи дорожного порядка выбрали для рейда перекресток улицы Ленина и Гагарина. Надо перейти дорогу, смотря по сторонам. Налево-направо, еще раз налево, и только увидеть, что тебя пропускают, ты должна перейти дорогу. До этого экипажи ДПС выбирали другие точки города. Одна из самых богатых на нарушителей – площадку молодежного центра. Или проезжали патрулем по самым популярным маршрутам. На этом пересечении пользователей СИМ ждет настоящий экзамен ПДД. С целью профилактики аварийности с участием лиц, управляющих электросамокатами, сотрудники госавтоинспекции и отдел по делам несовершеннолетних провели рейд по соблюдению правил пользования средств индивидуальной мобильности. Интересно это место прежде всего тем, что между 2 полосами проезжей части есть большой участок под пешеходный переход. Вдоль него размечена велодорожка. Как должен вести себя пользователь СИМ? Похоже на один из вопросов теста, которые сдают кандидаты в водители. Ответ: самокатчик должен ехать по велодорожке или спешиться, если он хочет двигаться по зебре. Здравствуйте. В самокате при прохождении пешеходного перехода надо спешиться. Самокат и пешком прохода. Он придется выпустить. А в том, что новые правила для пользователей СИМ знают единицы, у автоинспекторов была возможность убедиться не единожды. Одно из самых частых нарушений водителей средств индивидуальной мобильности – перевозка пассажиров. Будь то прокатный транспорт или личный, попадаются такие ездаки регулярно. На самокате вдвоем ездить нельзя, если не предназначено. У вас есть оборудованное место для самоката? Для второго пассажира? Наверное, нет. Штраф придется выписать 400 рублей. Всего за время рейда автоинспекторам попалось 6 нарушителей.
В Лениногорской центральной городской детской библиотеке имени Юрия Гагарина состоялся праздник, посвященный культуре татарского народа. Детей познакомили с обычаями, костюмами и традиционными блюдами. Торжество проведено в рамках реализации проекта «Фестиваль народной книги», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. «Жемчужины татарского народа» – такое название несло торжество. Именно этот праздник открыл серию мероприятий нового проекта «Фестиваль народной книги». Всего их будет 9, и все они будут посвящены богатой культуре многочисленных народов, населяющих нашу страну. Мы хотим, чтобы наши дети узнали о культуре народов, которые проживают рядом с ними, знали культуру своих друзей, знали культуру своих знакомых, чтобы это очень важно, чтобы они жили в дружбе и согласии. Познакомиться с культурой татарского народа собрались около 30 учащихся начальных классов. Библиотекари рассказали маленьким гостям праздника о истории, традициях, быте и национальных костюмах татарского народа. Кроме того, мальчишки и девчонки смогли приобщиться к татарскому творчеству. Они услышали чтение авторских стихов поэта Тахира Шамсуарова и мелодии на баяне в исполнении заслуженного работника культуры Геннадия Садовникова. Украшением праздника стало выступление творческого коллектива «Энже Бертеклере». Одна из артистов – 10-летняя Риана Гизатуллина. Девочка рассказывает, к сценке готовилась плодотворно. Сначала учила песни, потом слова. Поэтому совсем не волновалась. Риану можно назвать настоящим профессионалом. Я татарка, но мне нравятся все национальности, потому что все они хорошие по-своему. Далее игровая программа. Ребята с удовольствием принимали участие в народных играх. Тюбетейка, скачки, бег с ложкой и многих других. Мне очень понравилось играть в игру «Тюбетейка». В этой игре мы передавали шапочку по кругу, и на ком останавливалась шапочка, тот выходил в середину круга и выполнял задание. Я танцевала в середине круга татарский танец. Завершением праздника стало чаепитие с национальными угощениями татарской кухни – бурсак, чак-чак и вкуснейшие блины. Ребята остались не только с хорошим настроением и новыми знаниями, но и сытыми. В октябре пройдет торжество, посвященное русской культуре. Марина Алтунина, Роман Богатов, новости Юго-Востока. Если не успели, то посмотреть выпуск сначала можете на нашем сайте. Делитесь мнением о важных и интересных событиях дня в комментариях, а также пишите нам свои пожелания и предлагайте темы для новых выпусков. Это все новости на сегодня. Завтра будет больше.